наша выставка. Открывает ее автор Ежевика Спиркина. Она вам расскажет о том проекте, который ведется по изучению различных народностей нашей многонациональной страны, о том, как были сделаны эти фотографии, про традиции, обряды. Я по национальности Эзи, я родилась в городе в советское время, и поэтому учу язык родной только сейчас. Но наш коллектив, ойми в переводе с эрзянского языка означает «душа», поет песни на эрзянском, на макшанском языках, и в то же время, буквально совершенно недавно, мы выходим за рамки финно-угорской музыкальной культуры и неожиданно попадаем в республику Дагестан. Но об этом, наверное, попозже. И мы считаем дату рождения, это 2011 год. И также с этого же года мы начали ездить в экспедиции, собирать фольклор. Как ни странно, сейчас вроде как бы 21 век, но мы можем поехать путешествовать по нашей бескрайней стране, России, и записывать народные песни, записывать различные национальные игры, записывать обряды и различные национальные кулинарные рецепты. И вот сейчас, раз мы перешли уже к традициям, давайте перед началом возможно, каких-то открытий, возможно, новой национальной культуры, мы проведем с вами эрзянский обряд. Есть такое волшебное слово в эрзянском языке, в эрзянской традиции, как «паз-чанготь», что, если грубо говоря, переводится как «благослови Боже». Сейчас мы с вами по настоящим эрзянским обычаям проведем вот такой небольшой, интерактивный обряд на волшебное слово «паз-чанготь». Мы будем поднимать руки ладонями к солнцу и желать друг другу тем самым добра, счастья и здоровья. Давайте попробуем. 3-4. Паз-чанготь. Как его зовут? Татьяна. Меня мама так зовут. Сейчас, смотри, прям шустрее даже. Подняли его руки. А вас как зовут? А как вас зовут? Михаил. У вас такая замечательная прическа, как вас зовут? Как? Клим. Клим. Девушка так присматривается ко мне. Меня зовут Ежевика, а вас как? Настя. Насту, по-макшански Насту. Ну вот я хочу с фотографом познакомиться. Как вас зовут? Как? Дима, то есть Дмитрий по-макшански по-эрзянски. Смеешься, как вас зовут? Кать. Ну и все. Так, все поднимаем сейчас руки. Иначе каждому подойду и с каждым познакомлюсь. Теперь я знаю,
самом деле у нас в коллективе 4 девочки. Причем одна девочка, она пришла к нам из фанов. То есть любила группу Ойми, ходила на концерты, в принципе, без музыкального образования, потому что для изучения народных традиций, народного пения, главное это, чтобы душа располагала к этому, и главное это общаться, если есть живые носители традиций, наши бабушки, наши респонденты, с ними общаться, ездить в деревню, вместе с ними делать национальные блюда. Кстати, насчет национальных блюд. Кто знает, какие характерные блюда вот у Эрзи Мокши? Кто-нибудь знает? Я думаю, что картофель, он пришел несколько позднее, по-моему, да, там в 18-19 веках. Да? Основное блюдо – это блины пшённые такие и баночка меда. Вот. Обязательно на столе стоит такая пачка блинов, 12 штук. Пшённые именно, толстые такие, змеи. Ну, я помню, пшённые блины только тоненькие. Ну, относительно. И баночка меда. Вот. Ну, мед это А еще капуста квашеная с грибами груздями. И яйца вареные. Да. Грузди это да. Это традиционное блюдо. Вот у нас получается, что до картофеля ведущую роль, так скажем, играла репа. Да. Вареная, пареная репа. Потом постепенно заменил картофель. И если вы приедете в деревню, то в Ирзянскую, да, то вас обязательно встретят ирзянскими пирогами. Один из них называется панджакай. Это, представляете, такая большая ватрушка, тесто дрожжевое, и вот такой слой начинки. И вот, например, у меня в селе характерная начинка этого панджакай – это картофель с творогом. Казалось бы, какое-то странное сочетание. Но на самом деле, даже если делать такой пирог в городских условиях, за счет такой начинки, вот ешь и чувствуешь этот печной деревенский дух. Периодически мы в Москве устраиваем такие пирожковые вечеринки и приглашаем журналистов и желающих вот на студию послушать нас и полакомиться этими пирогами. Если вы приезжаете в Макшанское село, да, то вас обязательно встретят вот такими толстыми блинами. И основной продукт в этих блинах это манка. Они прям вот такие вот толстые, вот такие вот. Ну, честное слово. Ну вот. Да, точно. А если, и вообще на самом деле я думала, что вот у нас, вот старые Трудайки, Качкурский район, Терзянское село, прям вот такие панджака и картофель с творогом, вот только у нас встречается, да? И неожиданно я попадаю в Дагестан, мы начинаем с нуля изучать музыкальные новые культуры для нас, приезжаем в один район аварский, есть такие аварцы, еще национальность, это уже не финно-угор, конечно же, и меня учат делать такую чуду, национальное такое изделие из пресного теста, внутри которой начинка как раз картофель с творогом. Ну, конечно, я была удивлена. Но на самом деле аварцам панджака понравилось больше, потому что у них чудо начинки вот чуть-чуть, а у нас вот такая вот. Ну, Эрзен и Мокша народы, конечно, щедрые. Ну вот. И вот таким образом мы в экспедициях начали изучать более глубоко, казалось бы, народные традиции, родные традиции. И в то же время мы стали, я, например, очень люблю молодежь, и несмотря, что родилась в советское время, как-то причисляю себя к ней. И, конечно же, нас увлекла вот эта молодежная культура, поэтому мы стали делать еще эти народные песни в каких-то современных обработках. Этот стиль называется традиционно как бы world music. То есть это в основе как определенная этническая культура, и обрамляется все это различными, может быть, электронными, современным звучанием, там рок, фолк,
джаз, фолк. Понимаете, наверное, немножко о чем идет речь. Может быть, кто-то знает группу «Волга», Инна Желанная, легендарную группу Deep Forest, британского исполнителя, сейчас он в Америке живет, Гэбриэла, да? Вот эти вот имена, те имена, которые существенную роль сыграли в становлении этого замечательного направления World Music. Вот здесь вы видите нас в традиционных костюмах. И вот буквально следующий слайд мы уже делаем такой фьюжн, где какими-то штрихами, современным мейкапом мы передавали ощущения нашей культуры, ирзианской и макшанской. У нас в основе многоголосие, поэтому у нас 4 девочки, у каждой свой голос. И у нас есть определенная в основе своя национальная религия. И в какой-то момент, вы знаете, история, пришло православие, и каким-то образом произошла кондоминация православия и своей национальной религии. И вот сейчас, например, мы празднуем Троицу, и буквально через неделю после Троицы мы празднуем национальный свой праздник Тундань или Тяма. Вот здесь где-то должно быть, вот, да, вот эти вот фотографии. Да, вот эти вот фотографии. Когда наряжают коня, или, например, когда наряжают березку. В каждой, конечно, деревне есть свои локальные варианты и свои специальные герои. Мы видим проводы весны, так провожают весну. Дело в том, что народный календарь, он не имеет таких четких границ, как весна-лето. Да? Как правило, границы эти размыты, и вот, казалось бы, июнь, Троица, июнь, и с другой стороны праздник называется проводы весны. А в некоторых случаях даже уже более есть поздний вариант, называется как встреча лета. Немножко хочу сказать о праздниках. Вы здесь видите 3 праздника. 2 из них календарных, это как Масленица Ирзианская, вот там, да, здесь Тундань или Тяма, проводы весны. И еще семейный праздник, который играл большую роль и играет большую роль у Эрзия Мокши. Это, конечно же, свадьба. В данном случае здесь представлена эрзианская свадьба. И в каждом из праздников, в каждом событии мы видим характерных героев. К примеру, на Масленице, да, обязательно тоже вначале молились, да, обязательно, ну вот, не знаю, видим мы на этой фотографии или нет, обязательно ставилась иконка, обязательно ставилась свеча, и в каждом доме молились. Даже были свои родовые свечи, то есть в каждом доме перед тем, как пойти на народное гуляние, проходили моления. И какой-то там главный герой, это здесь вот сжигали солому, например, не чучело, а вот солому. Это характерная черта локальной традиции проведения Ирзианской Масленицы в селе Напольная Тавла Октябрьского района, город Саранска. Это село так сейчас находится близко к Саранску, да, что считается городским, ну, как бы районом. Если мы рассматриваем вот этот вот праздник, как Тундань Тяма, проводы весны, то обязательно там тоже есть свои главные персонажи, которые олицетворяют собой весну. Проводы весны. Мы провожаем весну. У нас появляется в этот момент персонаж. Если, например, здесь представлено, вот, ну, чуть-чуть я вот вижу, что, представлены и 2 села. В одном селе, да, мы видим персонажей, это коня, наряжают коня. Причем так интересно, наряжают коня, а несут его 2 мужчин. И если мы говорим про другую деревню, то там одевают вот в эти вот листья именно мальчика, подростка. И как ни странно, еще иногда этот мальчик там в течение 2-3 лет, из года в год, его, ну, один и тот же мальчик его там наряжали. И еще есть такая локальная традиция, когда наряжают березку, но это уже как бы ближе к русским, потому что, сами понимаете, открытая территория, и, конечно же, народы взаимодействуют друг с другом, и ничего в этом плохого совершенно нет. И не только русские оказали влияние на Эрзию Мокши, но и Эрзия Мокши оказали влияние на русских. Так. Дальше, после того, как проходило моление, значит, наряжали героя в каждом вот из этих календарных праздников. И после этого
проходил такой как бы карнавал. То есть, если здесь на конях катались, да, вот, ну, на повозке, на лошади, то, допустим, на Тунда-Нефтяма наряжались всевозможные одежды. В советское время, например, была такая мода одеваться, женщины одевались в солдат, любимые такие герои. Старые трудаки сделали всех. Мне кажется, вот мы на этом празднике были в нескольких селах. Там настолько как бы такой здоровый юмор, что мы видим таких героев, как, допустим, докторы любили наряжаться, во младенца любили наряжаться, и, в общем, шутили, смеялись, и обязательно пели песни. И вот мы видим, вот идет процессия, да, наряженных людей, каких-то, ну, там, героев, и, естественно, ведут главного персонажа, Тундунь Кукла, весенняя кукла, в старых трудах называется, и они ее ведут и поют песню. Одни, значит, впереди вот с этой куклой идут, поют одну песню, туда идешь, конец процессии, там продолжают другую песню. Вот. И вот по всей деревне проходит этот карнавал, затем обычно приходят к какому-то водоему, либо какое-то место, которое считается священным. К примеру, у нас в Бердянских районах есть свои священные места. То есть мы, вот знаете, как вот древо жизни. У нас есть священные деревья, это береза, даже есть песни на эту тему у Мокши. Есть еще у нас священное дерево, это как дуб. И вот в больше Близняковском районе, это Рязанский район Республики Мордовия, есть такое место, где растут 3 дуба, им там по 300 лет, вот 2, к сожалению, высохли, наверное, за грехи человеческие, честное слово, а другое дерево, дуб с огромным дуплом, он уже, ну, кстати, как я понимаю, относится к объектам охраны государства, природным объектам. Туда, по поверьям рязанским, приходят женщины, которые хотят иметь детей, у которых ребенок заболел, и заходят в это дупло, загадывают желание, обязательно к этому дереву что-то приносят, игрушку, ленточку, завязывают ленточку на ветвях этого дерева. Кто-то берет там кору с этого дуба. В общем, очень так почтительно относится. И в данном случае я хочу сказать одну мысль. Вы знаете, дело совершенно не в религиях, да, а дело в вере. Вот если человек верит, то у него все это получится. И так вот получается, что если искренне верить в это, то получается, что у многих действительно выздоравливали дети. И, как мне рассказывали, через год приходили, опять же, вот те же женщины и приносили что-то в дар этому дереву, кланялись и благодарили его. Так, и если мы говорим про эти 2 календарных праздника, чем же они заканчивались? Значит, подходили к водоему, да, и устраивали трапезу совместную. И после этого, ну, обязательно там присутствовали яйца, присутствовал хлеб, как символ плодородия. И еще такой национальный напиток, как брага. Нет, это не самогонка. Конечно, Эрзи и Мокши любят самогонку, свою национальную. Ну, мы как бы люди взрослые, поэтому можно об этом говорить. Но есть такой хмельной напиток, который, кстати, не то что хмельной, он есть и детский, и взрослый, который делается из свеклы. Называется он брага или поза. Изготавливается, как я сказала, из свеклы. И вначале он не имеет градуса. Ну или как бы так, как кефирчик получается. И его дают детям. Вот я в детстве приезжала часто в деревню, там, на несколько дней, и мы ее очень любили. Он такой как бы немножко тягучий, он такой сладковат-кисловатый. А через какое-то время он набирал градусы, и его пили взрослые. Вот такой вот волшебный напиток получается. Так. И после этого, после трапезы, этого героя как бы символически уничтожали. Все, мы проводили весну, мы проводили Масленицу, там уже у нас дальше идет весна, а здесь у нас уже приходит лето.
у каждого народа есть свои лады. Ну, то есть я имею в виду лады, когда не вот как у нас принято тон-тон, полутон и так далее и тому подобное, да, а лады, которые могли вообще состоять из 3 нот, и эти 3 ноты могли даже быть на расстоянии больше, чем там маленькая и большая секунда, и даже меньше. Например, в индийской музыке мы часто встречаем такие лады, которые состоят из четверти тонов. Не слышали индийское пение, да? То есть оно такое, как бы такое витиеватое. Это вот такой вот, если получше звучит. Яшкино или Лешкино. Еще один инструмент — это нюди. Делается из тростника, такого кларнетного типа, с язычком получается. Вот это получается одинарная трубочка. На самом деле их чаще всего встречались 2 трубочки, играли на 2 трубках, и эти трубки были вставлены в рог. Кстати, делала московский мастер, не доделала, поэтому рог периодически падает, я его видела. И еще один инструмент, который, кстати, повторяет это звучание ноты. Мы можем, кстати, и без этого даже инструмента изобразить этот звук. Зажмите вот так вот пальцы. Зажмите. Зажми, пожалуйста. Спасибо. И вот так вот. Попробуй просто сделать. Давайте. Почувствуйте себя ларингологом. Давайте еще раз. Давайте. То есть вот такой как бы немножко гнусавый такой звук, специфический, резкий, но не знаю, мне очень нравится. Вот этот инструмент венгерский, даже не спрашивайте, как он называется, потому что можете посмотреть, и мы спишемся ВКонтакте, и вы меня получите почему-то. Вот послушаем даже вот этот вот лад какой у этого инструмента. Строй. Необычно, да? То есть не как привычно, да? Что это народная музыка. Вот. Это венгерский инструмент. Еще один такой инструмент. Это гребенка. Есть такое явление у народа, когда, казалось бы, музыкальным инструментом, в данном случае гребенка и папиросная бумага, могла выступать бытовая утварь, которая в обрядах приобретала какое-то другое значение, то есть несла какую-то функцию. Например, печные заслонки на Макшанской свадьбе, когда уже как бы заканчивался первый день, да, и стрепухи, которые пекли хлеба, они как бы разгоняли, так скажем, отрицательные мысли, можно так выразиться, и били в это время в печную заслонку. Или, например, ступа в ирзианской свадьбе, когда в определенный момент перед, так скажем, брачной ночью, мы здесь тоже все взрослые, да, ходили вокруг ступы, да, и ходят вокруг ступы и поют колядки. Любопытно, да, что в ирзианской свадьбе вдруг неожиданно появляются колядки. И в этом ничего нет удивительного, потому что это вкрапление календарных праздников, семейные традиции, поскольку календарные праздники, они
более архаичные, чем та же самая свадьба. И колядки эти имеют свое содержание такое плодородное. Они уже направлены на невесту, ходят и поют там. Невеста, дай пирожка, не дашь пирожок, там родится у тебя такой-то мальчик, упадет там в лохань, съедят его там свиньи. А дашь пирожок, родится беленький, светленький мальчик, будет сильным, умненьким и красивым. Вот, кстати, обидно, да? Почему мальчик-то фигурирует, а? Знаете почему? Потому что, например, раньше за рождение мальчика, наверное, знаете, да, давали земельный надел. Ну и плюс еще девочка, вот ее воспитать в корме, она все равно улетит. Попробуем, да, попеть в эту. Пойдем. Ты так нервничал, чесался перед этим. Пойдемте тоже. Пойдемте тоже. Очки. Не одевайте очки. Это вообще детская игра. Макшанская. Чего надо наблюдать? Чубанки до жопки. Еще пониже, еще. Просто перепрыгнуть. Вот да. Да, как чехарда. Да. А если ему зайти? Голову наклони. Голову вниз. Развлекается и прыгает. Следующий. А мы пока с вами сделаем, поддержим Нет. Вот, давай. Мне вообще писать. Ты пошел. Раз, два, три, 4, 5. Ты идешь играть. Все, давай ты. А если Сейчас я буду петь песню. Круговую песню летнюю Адякил Мазыревшин Соломон. Пойдем. А чем вот только вот так вот? Вот да. Давайте. И... И, наверное, напоследок, вот вроде я пришла в нетрадиционной одежде, да? Вот, как Фроська Бурлакова, надо одеться приличнее. Поэтому я хочу вот вас. Он стоит из рубахи. Рубаха делалась из льна или там, например, конопли. Такого туникообразного
девушку, ну, понимаете, все поняли, о чем я говорю. Не будем убирать волосы. И обычно у нас разные были головные уборы, разные разновидности, бывали, знаете, как трубы такие вот, да. Если мы говорим, вот надевалось какой-то такой вот, как труба, получается, головной убор, и плюс еще в Дубенском районе, рядом с Большим Преснякомским, надевалось еще на невесту какой-то такой веночек. Понимаете, веночек — это такая труба, это, конечно, красиво. Узнали столько информации. Кто будет Да, в Москве, наши- да, если что, до встречи. Там будет уже такая вот, что вы видели. Да, и ВКонтакте клип смотрите, то есть вот этот клип, он, конечно, World of Music, это уже, конечно, современность, это вот такие обработки, я это называю рок, для себя рок-фолк. А вы указываете контакты в сообществе? Что? Контакты в сообществе. Можно найти? Да, ой,